Предложение, которое напугало многих. Неужели диктаторы Центральной Азии перекроют нам независимые СМИ, интернет, и будем мы жить как в вакууме? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Предложение президента Таджикистана о создании Ассоциации средств массовой информации государств Центральной Азии вызвало различную реакцию в медийном сообществе как внутри страны, так и за рубежом. Имамали Рахмон озвучил эту идею, выступая 14 сентября на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которых критикуют за ограничение свободы слова независимых СМИ. В последние годы резко возрос интерес к Центральной Азии со стороны средств массовой информации. Медиапространство заполнено самой разной, порой противоречивой и искаженной информацией о положении дел в регионе. Необходимо принять меры для формирования в регионе информационной атмосферы подлинной дружбы и сотрудничества, основанной на реальных фактах, а не домыслах, отметил Рахмон. Неизвестно, каким образом отреагируют на это предложение в других странах Центральной Азии. В Таджикистане некоторые журналисты назвали это своевременной инициативой. Хуршед Автовула, главный редактор еженедельника «Фараш», убежден, что после таких событий, как вооруженный конфликт на таджикско-кыргызской границе, необходимость в создании Академии СМИ выросла в разы. Во время приграничных конфликтов таджикская сторона заявляла одно, кыргызская совершенно противоположное. По моему мнению, если будет создана ассоциация и когда она будет активно поддерживать общие цели, эта проблема будет сведена на нет. Ассоциация будет способствовать появлению новых СМИ, сказал он. Но есть те, кто придерживается другого мнения. Некоторые представители независимых СМИ полагают, что подконтрольные государству медийные организации и сообщества будут подвергаться цензуре и подчиняться указаниям властей. Брюс Паньор, эксперт по вопросам Центральной Азии, сказал, что правительства будут использовать деятельность таких ассоциаций в своих интересах. Создавая эту ассоциацию, правительства захотят сплотить свои усилия для того, чтобы ненужная информация не распространялась в Центральноазиатском регионе. Речь идет о блогерах в YouTube и других интернет-платформах, отметил эксперт. Он предполагает, что они все будут заблокированы и закрыты, и население будет получать только ту информацию, которая будет выгодна правительству. Хайрулло Мирсаидов, таджикский журналист, проживающий в Европе, также считает, что создание ассоциации СМИ государств Центральной Азии может ужесточить цензуру в странах региона. По его словам, цензура в той или иной степени существует во всех странах Центральной Азии. Теперь, создавая ассоциацию, они хотят, чтобы цензура во всех странах региона была на одном уровне. И естественно, что со временем все придет к уровню цензуры в Туркменистане, считает собеседник. Некоторые журналисты и учредители СМИ предполагают, что возможно, идея о создании Академии СМИ стран Центральной Азии не будет поддержана всеми лидерами стран региона. Между тем, за последние годы все страны Центральной Азии подвергались резкой критике за подавление свободы слова. В частности, 18 сентября международная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность ограничением свобод в странах Центральной Азии, подавлением мирных протестов, тюремным заключением журналистов и активистов. В таких условиях неизвестно, что ждет журналистов региона с созданием ассоциации СМИ, улучшение условий для профессиональной деятельности или еще больше ограничение свободы слова. А как вы относитесь к такой идее? Как вы думаете, что нас ожидает, если это все действительно будет? Реальные СМИ, которые будут говорить правду, или сплошная пропаганда без какой-либо надежды на получение реальной информации, как из-за рубежа, так и внутри страны. Свое мнение и прогнозы по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.